силам и средствами боролись с этим. Просто чуть-чуть напомню, да, вот нашу историю, так, мазками такими мелкими. В 92 году, когда началась война, фактически наша судьба была решена великими демократическими государствами. Шеварднадзе было дано 3 дня, и даже в одной нашей девочке, в переводчице, там попала, значит, рекомендация: нет народа, нет проблем. Об этом знали все великие державы, так он говорит, в том числе и господин Ельцин. Проект Запада, да, где присутствует вообще государство Абхазии или какое-то образование Абхазии, нет. Для них мы не существуем. Этот проект был уже заложен в 90-х годах после развала Союза, и в контексте этого развала нас нигде там нет. И вдруг произошло чудо. Этот народ смог защитить себя. Но это в их планы не входило. Я напомнить хочу слова Станислава Лопухи, который принимал участие, и вывод, который он сделал, ездя в Женеву, встречаясь с международными представителями более высокого ранга. Он сказал одно: они нам не могут простить победу. Кто-то, если считает, что сегодня нам это простили, ошибается. После этого был 98-й год. Я просто, может быть, напомню, мой один близкий друг, в связи с тем, что у меня есть родственники, близкие друзья в Грузии, он был водителем молодого чиновника ООНовского. Он говорит: я вас поздравляю, вы действительно сейчас победили. Я говорю: как вы? Мы давно победили. Вот в 98 году, когда были гальские события, они надеялись, что они смогут нас раздавить. Это не получилось. И ООНовские чиновники пришли к выводу, что нынешнее поколение Грузии не способно победить, у них психология как бы уже проигравшего и так далее. Потом вы прекрасно знаете 2001 год, связанный с господином Гилаевым. Потом вы знаете, с чем для нас заботится 2008 год, если не вмешательство Российской Федерации. Я вам рассказываю поэтапно, да, как пытались нас уничтожить. Понимаете? Я могу сказать, может это громко, я не знаю, тут Сергей Миронович сидит, более опытный политик, да, вот у нас начались все брожения, скажем, вот это письмо, о чем Новичичевич говорит, это письмо было 2010 годом, когда нас начали изолировать, и пошла уже по отношению к нам другой вид войны, так называемая гибридная война. У нас на нашей территории сегодня идет гибридная война. Это мое мнение, не как чиновника, просто. Это не официальное заявление, это лично мое мнение. Мы должны это понимать. Что меня сегодня, вот здесь, знаете, вот как бы тревожит? Не в контексте наших сегодняшних беседий нигде не прошло вот такое, знаете, забота, что будет с нашим суверенитетом, сохраним ли мы нашу государственность. Все крутится вокруг закона, и кого-то могут случайно обидеть. Что важнее вообще, народ, государство, наше будущее или какие-то, которые вас тревожат, там, свобода слова, так называемая. А где это вообще свобода слова есть? Где это есть демократия вообще? Канцлера ФРГ выбирают немцы, премьер-министра Англии выбирают англичане. Ну, ребята, мы не давайте не будем себя обманывать. Во главу угла должна стоять безопасность нашего государства, сохранение нашей государственности и сохранение нашего суверенитета. Любой законодательный акт, который будет под сомнение ставить это должно быть нам воспринято с большой тревогой и настороженностью. Ну, кто мне может убедить, что, понимаете, что наших патриотов будут готовить сегодня за деньги, которые хотят нас ликвидировать, у которых слабые цели. Понимаете, главное, ликвидация нашей государственности и так называемое слияние с Грузией без признания. Эту программу кто-нибудь отрицает? Они никто, они же сами